Все 27 лет нашей деятельности в Москве всегда вставал вопрос о создании муфтията при штабе татар Москвы. У нас сейчас 50 муфтиятов в России, больше. У нас 6 муфтиятов в Екатеринбурге, у нас 2 в Санкт-Петербурге, в Татарстане отдельно, в Башкирии, в Москве 10 муфтиятов. Из них 4 муфтията подготавливание документов, значит, в Минюст готовились у нас здесь в штабе татар. И у нас предпосылки к созданию муфтията очень большие. Так как мы сейчас общаемся с областью, вот у нас в 3 округах нам дают место под мечеть. Наша деятельность по пропаганде ислама, мусульманства в Москве, конечно, наверное, я не знаю, кого еще, таких больше просто нет. Ну, есть отдельные священнослужители, у которых своя аудитория, которые обращаются к определенной части молодежи. Есть такие, а они молодцы, мы тоже на них подписаны и тоже содействуем их развитию. Но такого массовой пропаганды, массовой идеологии, как у нас, конечно, в Москве больше ни у одного муфтията нет. Мы пропагандируем мусульманство, ислам. Мы сами не имеем мусульманского образования, мы приглашаем хазрятов, разных хазрятов, по возрасту, по менталитету, значит, по знаниям. И мы проводим вот эти вот первые намазы, ифтары. Но мероприятия проводят многие в Москве. И ифтары многие проводят по 3, по 2 ифтара муфтияты проводят. Мы проводим 15 ифтаров вот в прошлом году. И совершенно с разным охватом публики. Это тюркские народы, это башкиры, это молодежь, это аксакалы, это мурзы в Москве. Но здесь самое важное, чем мы отличаемся в мусульманской деятельности, вот в этой разъяснительной работе, в этой идеологии, вот, что такое ифтар, его внутренний смысл, значение, о чем надо думать, о чем надо, в каком направлении готовиться к себе, к ифтару. Мы за 2 месяца огромным охватом проводим эту работу. Курбан-байраму проводим мы работу. Мы очень продвинуты в интернет-пространстве. У нас в районе 6 тысяч роликов, у нас 10 миллионов просмотров на все разные темы, на татарские, национальные, и у нас огромное количество роликов на мусульманскую тему по разъяснительной работе. И у нас просмотры 10 тысяч, 20 тысяч. Мы очень близко общались с Валерией Пороховой. Она 4 раза была у нас на площадке штаба татар. Последняя ее встреча с молодежью также была у нас. Мы провели ее 40 дней. Мы провели годовщину Валерии Пороховой. Мы проводим вечера памяти для мусульманских хазрятов, которые уже ушли, которых нет с нами. Наше сегодняшнее обращение, мрежагат, это к молодежи, к студентам. Каждый на своем месте должен проводить пропаганду, должен проводить разъяснительную работу, что такое ислам, что такое мусульманство, приглашать своих друзей на первый намаз, попробовать со своими друзьями первый раз пост, чтобы и на ифтар. Такое плавное, ненавязчивую работу по разъяснительной работе по мусульманству каждый мусульманин должен проводить в своем окружении со своими родственниками, а особенно со своими племянниками, младшими товарищами, потому что они более доходчивы, более будут иметь эффект большой, чем это будут говорить там родители, бабушки, дедушки или хазряты. Поэтому главное для нас, самое главное, это духовность, это воспитание, чтобы люди были все-таки богобоязненные, чтобы люди не только во время ифтара вели такой соответственный образ жизни, и после окончания ифтара они также продолжали в своих поступках, в мыслях, в деяниях богобоязненно себя вести. Очень много к нам вопросов, когда будет в штабе татар свой муфтият. Я могу сказать, чтобы не было разных кривотолков, в будущем году пока мы не планируем.
хотя вот есть планы со строительством мечетей, мы пока муфтият при штабе создавать, ну, наверное, нет смысла. Мы работаем очень хорошо с Альбир Хазрятом на Пролетарке, здесь Дум Москвы, вот, проводим совместные мероприятия. Необходимости создания отдельного у нас муфтията, это, во-первых, немного амбициозно, это мы не видим, поэтому я раз и навсегда, наверное, на ближайший год закрою эту тему, муфтията в штабе татар пока не будет. Деятельность свою по работе с молодежью, мусульманство мы еще будем усиливать. Я в прошлом году был в 33 школах, был в 7 колледжах. Везде я проводил вот эту работу. Что нужно, не откладывая, начинать учить намаз. Надо задуматься, надо разъяснительную работу. И поэтому у нас не случайно, у мусульман очень много сторонников, очень много последователей. Вообще в процентном соотношении взять, если Россию отдельно, то у нас количество мусульман увеличивается. И не только за счет иммигрантов, а за счет нашего коренного населения, мусульманского населения. Татары, башкиры. Вот. Что касается, например, Европы. Мы много на эту тему разговаривали, бываем в Европе. Там в мусульманстве количество увеличивается в геометрической прогрессии. Потому что это совместные браки, это многодетные семьи, это разъяснительные работы, и многие европейцы видят, какие воспитанные дети у мусульман и какие не совсем воспитанные. Вот эти все, значит, течения, там, ЛГБТ, там какие-то розовые, голубые, непонятные, нетрадиционные. Чего только нет в Европе. И чтобы от этого уйти, чтобы огородить своих детей, очень многие европейцы, конечно, обращаются в мусульманство и обращают своих детей. Так что смотрите наши каналы, приходите в штаб татар, на наши лекции мусульманские. У нас разные хазряты совершенно. Вы знаете, мы не сторонники, чтобы муфтиятов было много. Пусть их будет меньше, пусть они объединяются. Но главное это содержание. Главное это качество. И главное это мусульманская деятельность, пропаганда. Не хочу никого ставить в пример. Но надо больше заниматься разъяснительной работой среди молодежи. И как раньше в партийное время, сколько через наш муфтият люди пришли к намазу. Вот количество. Сколько у нас приходит пост держать, сколько приходит на намаз, как. Вот это все вроде бы цифры, но за этими цифрами люди, и прежде всего молодежь, и нужно задуматься над этим, кто к нам пришел, с какими мыслями он пришел, надолго ли, как ли. Вот это все надо анализировать. Но мы рады каждому мусульманину, всегда его встречаем и приветствуем, вне зависимости от национальности. И учитывая вот это наше, я не побоюсь сказать слово, влияние на тюркский мир Москвы, конечно, все, когда у вас будет муфтият свой, когда муфтият, чтобы он объединил тюркские народы на нашей площадке, и у нас был такой муфтият. Но я вам скажу, что в ближайший год у нас таких планов нет. Мы пока к этому морально не готовы, к этим амбициозным планам. Муфтията в ближайший год на площадке штаба татар не будет. Хотя очень много предпосылок. Сейчас в 3 округах Московской области нам предоставляют землю под строительство мечети, нам предоставляют помещение под махалля. Но мы не пока к этому, наверное, морально не готовы. И, может быть, наш 27-летний срок еще не такой, чтобы мы пошли на такой достаточно очень ответственный, серьезный шаг.